Решение о демонтаже спутниковых антенн направлено на полное блокирование доступа населения Туркменистана к сотням независимых международных СМИ, которые в настоящее время доступны только через спутник. Просто нет свободы прессы в Туркменистане. Очень резко ограничивает доступ до информации, доступ до СМИ. И да, это безусловно, это нарушение прав людей, иметь доступ к информации, и тоже это нарушение свободы выражения. Туркменистан, безусловно, является одной из самых закрытых и репрессивных стран в мире. В Туркменистане это не первая попытка избавиться от частных спутниковых антенн. Официальная позиция властей – спутниковые тарелки портят вид столицы. Независимые эксперты и правозащитники призывают международные организации начать диалог с правительством Туркменистана и остановить кампанию. Почему мы не можем по своему усмотрению пользоваться каналами теми, которыми мы желаем? Я думаю, так. А это уже Республика Беларусь. Здесь еще в 2013 году было принято постановление, согласно которому людям запрещено самим устанавливать антенны в многоквартирных домах. Не согласна, потому что ведь у всех должно быть право смотреть то, что они хотят, поэтому, в принципе, почему нет? Люди, получается, не имеют права смотреть то, что они хотят. Альтернативу власти предложили – кабельное телевидение, где представлены в основном развлекательные телеканалы. Но люди относятся к этой инициативе неоднозначно. Сняла бы я или нет? Ну, наверное, если бы мне обеспечили хорошую альтернативу этой тарелки. Независимый журналист Светлана Калинкина считает, что, запрещая спутниковое телевидение, власти не изобретают ничего нового. Мечта любой авторитарной власти, чтобы люди знали то, что хочет эта самая власть. И поэтому любые источники альтернативной информации перекрываются. Это борьба с правдой. Она никогда не бывает успешной, но на короткий промежуток времени она может дать эффект. В Туркменистане власти не оставляют людям альтернативы. В Белоруссии к этому подошли иначе. Категорически запрещать сразу не стали, а те, кто установил тарелки самостоятельно, сейчас обязаны получить соответствующее разрешение. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время».